как и жизнь, существовал всегда. Пока человек живет, он трудится. Сегодня мы хотим рассказать вам о тех, кто всю свою жизнь посвятил любимому делу, кто жил не только для себя, но и для народа. Особенно отрадно отметить, что в нашем районе есть герой социалистического труда Антон Григорьевич Шардеев. Имена еще 3 наших земляков занесены в книгу трудовой славы Чувашской Республики: Семен Васильевич Ильгер, Константин Евлампиевич Евлампиев и Анастасия Андреевна Никитина. К сожалению, в настоящее время обзор литературы о героях социалистического труда невелик, поэтому мы рассматривали энциклопедические материалы с краткими биографическими сведениями. Но этого недостаточно, чтобы составить целостную картину о жизни человека. Мы встречались с родственниками и односельчанами наших земляков. Сегодня вашему вниманию мы представляем видеоматериалы и презентации, архивные документы и фотографии, которые более подробно расскажут вам о жизни и деятельности наших тружеников, об их трудовых подвигах. Я исследовал деятельность Антона Григорьевича Шардеева. Он 18 лет руководил полком трудовик. Еще 11 лет был председателем полком Большевогосинского сельского совета. Наша кривеческая группа выезжала на родину Шардеева, в деревушку Косы, встречался с односельчанами, которые работали под его руководством. Мы выяснили, что за годы руководства Шардеева значительно повысилась культура земледелия и животноводства. Были упорядочены семеноводство и семяобороты. Резко увеличилось производство кормов. За достигнутые заслуги перед Родиной Шардеев был награжден орденами Ленина и призового красного знамени, золотой медалью «Серп и молот». В 1973 году он был достоин звания Герой социалистического труда. Я изучал деятельность новатора производства птичницы Анастасии Андреевны Никитиной. Мы побывали в деревне Малиновка в гостях у сестры Никитиной, Прокопьевой Раисы Андреевны. Она нас встретила очень радушно и поделилась своими воспоминаниями. Из семейного архива предоставлены нам фотографии и документы, удостоверяющие подлинность орденов и медалей Анастасии Андреевны. Беседу с Раисой Андреевной мы записали, видели интервью. С ее слов мы узнали, что Анастасия Андреевна птицеводство впервые начала применять эффективную технологию, добиваясь увеличения тянускости кожи. В течение ряда лет Никитина занимала первые места в социалистических соревнованиях птицеводов республики. За достигнутые успехи в птицеводстве Анастасия Андреевна была награждена орденами Ленина, Трудового красного знамени, знак почета и медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне. В 1967 году ее имя было занесено в почетную книгу трудовой славы и героизма Чувашской АССР. Я с большим удовольствием изучал деятельность одного из основоположников чувашской литературы, Семена Васильевича Ильгера. Земляки помнят и чтят его. Школа, где учился и работал Ильгер, носит его имя. Наша группа юных приведов побывала в Большевогосинской школе, встречалась с руководителем школьного музея Раисой Афанасьевной Евграфовой. В музее Ильгера собраны письма, фотографии, рукописи, картины, воспоминания современников поэта, его потомков. Мы узнали, что произведения, написанные Семеном Васильевичем, отражают жизнь чувашских крестьян, быт и культуру чуваш 19 и 20 веков. В 1940 году Семену Васильевичу Ильгеру присвоено почетное звание народного поэта Чувашской АССР. В республике учреждена премия Ильгера за достигнутые успехи в литературе. Семен Васильевич награжден орденами Ленина, Трудового красного знамени, медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне. В 1964 году имя Ильгера занесено в почетную книгу трудовой славы и героизма Чувашской АССР. Мой земляк Евлампиев Константин Евлампиевич внес большой вклад в развитие народного образования, подготовку профессиональных кадров и улучшение научно-методической работы в школах нашей республики. Особенно интересно нам было побывать в Андреевской школе, названной его именем, встретиться с учителем истории Анатолием Аркадьевичем Николаевым. Здесь действует музей, где находятся архивные материалы из жизни Евлампиева. Мы узнали, что свою научно-педагогическую работу Евлампиев активно совмещал общественно-политическую деятельностью. За большие заслуги в развитии народного образования и активную общественную деятельность Евлампиев награжден орденами Трудового красного знамени, знак почета, медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне. В 1974 году его имя было занесено в почетную книгу трудовой славы и героизма Чувашской АССР. Мы думаем, в результате выполнения нашей работы мы собрали достаточно материала, чтобы сохранить память о героях труда нашего района. Благодаря таким удивительным людям растет и развивается наша страна. Человек славится трудом, а вместе с ним славится деревня или город, в котором он живет.